Леонид Владимирович, почему вот вы тогда, уже осенью 91 года, стали против Дудаева? Это вот я приехал из Узбекистана, да, эти дни, и когда я уже пришел на их митинг, да, и послушал речи, которые говорились на этом митинге. И по речам все в этом мире в слове. Я вот как художник, да, интуитивно, даже тут и большой интуиции-то не нужно было. По речам, которые говорил, сразу понял, куда пойдет волна народа. Во-первых, Бурбулис не понял, Полторанин не понял. А я сразу понял. И сразу же, тут же вот начал собирать этот антимитинг. Вот на площади Ленина. И стоял день и ночь, охрипший, вот, доказывал, что вот Дудаев ведет людей в болото, огненное болото. Доказывал это несколько месяцев, вот все время доказывал. Но народ к нам шел, ну, буквально вот так вот шел. И уже ситуация переламывалась. Но вдруг Ельцин объявил ЧП. Вы знаете этот момент. А когда он объявил ЧП, мы как-то вот, знаете, и растерялись, и как-то это, ну, еще, знаете, времена-то такие были. И подумали, что власть взяла за свое дело, и все будет нормально. Но потом дальше вы знаете, как получилось. Дальше все это не продолжилось, и опять все это пошло. Уже нагнетался психоз. Это элементарные такие штампы были. Штампы, во-первых, крутилась одна такая песня, да, которая, вот, если бы, вот чеченец, если ее слушает там в лесу, дома, да, величайшее наслаждение. Но когда толпа слушает эту же песню и слушает 20 часов в сутки, да, через 4 часа можно уже, знаете, совсем выйти из границ души и выйти в какие-то иные измерения. Я вот сам один раз простоял, вот честно говорю вам, забыв все на свете, простоял часа 3, слушая эту песню. И ушел в такие глубины, потому что я уже и по возрасту был не молодой человек, и думал над теми людьми, которые прошли Казахстан и все прочее. И знаете, и половина-то части народа так и не успела поучиться и при советской власти, правильно? Ну хорошо, но дело же, наверное, все-таки не только в Дудаеве. Ну, допустим, вот сейчас... Нет, одну минуту, Александр, да. я прошу прощения. И тогда, а тут уже и московский, и прочие, вот, ну, не то что мафия, а люди, которые захотели там власть захватить. Они подключились к этому делу. Может быть, Дудаев первоначально-то, в общем-то, и шел какой-то чистой дорожкой, да? А его плотно окружили, и тут... Но сейчас дело ведь не только в нем. Ну, там, предположим, может, это не очень корректно так говорить, но, не знаю, шальная пуля, допустим, его убьет. Что, война закончится? Сейчас это, знаете, тогда бы закончилось сразу. Тогда бы. А сейчас уже началось совсем другое. Вот это вот самая бессмысленная война и самая ненужная России. У России никогда не было более бессмысленной и более ненужной войны, чем это. И даже то, что мы называем это чеченской войной, это уже для нас, знаете, не делает чести ни для одного вот россиянина. Нельзя было это даже называть войной и ничего. И войска-то, в такой массе вводить войска, это сразу был страх. Введен страх сразу, генетически. А опять хотят выслать или сотворить что-то. Ну и что же, на ваш взгляд, вот сейчас можно сделать? Сейчас, знаете, что нужно сейчас сделать? Сейчас нужно прежде всего допустить к этому делу, да, из чеченцев людей, которые могут найти общий язык с полевыми командирами и прочими, живыми людьми, живые. Штампы или теории тут вообще не помогут. И как-то вот, знаете, влиять на солдат и генералов, чтобы они не употребляли разные слова. На Кавказе слово, да, очень много значит. Одно обидное слово, да, может сотворить, ну, гигантскую беду. Вот удерживаться от этих слов, говорит. Вот, например, генерал Рохлин отказался от награды. Знаете, это все-таки, вот чеченцы очень хорошо отнеслись к этому. Понимаете? Очень хорошо отнеслись. Как-то сразу, вот знаете, вот, когда вот во время Кавказской войны, когда блестяще погиб генерал Слепцов, они воздвигли ему чуть ли не это все, чтобы никто его не тронул, оружием всех тогда, Горстены. Ну, это же порядок. Очень хорошо отнеслись. Но это же не решит эту проблему. Вы верите в успех переговоров? Вот, которые вот в таких, смотря как строить переговоры и с кем строить переговоры. Переговоры какие-то разрыхленные переговоры, а не такой плотный таким вот процессом, конечно, ни к чему не приведут. Они растянут эту резину. Резина где-то будет рваться и все прочее. Тут нужны широкие такие вещи. Есть же и другие вещи. Там, знаете, есть старики и старцы на Кавказе, как везде, в России и всюду. Старик любой, кто пожил,
А старец – это тот, кого все уважают. Понимаете? В этот процесс к Дудаеву ни один старец не пошел. Это все горцы знают. Ни один. Пошли старики к нему, но старцы нет. Старцы не вмешались в это дело, и он не смог ни одного уломать. Даже вот отказались. Сказали, нет, все нужно решать совместно, со всем народом. Ну дай бог. А первоначально он мгновенно, вот еще одна причина была, когда я от него отказался. Он отсек интеллигенцию. Мгновенно от телевидения. Интеллигенцию отсек. И сразу же начал ругать интеллигенцию. В основном нападал на интеллигенцию, отсек. И это был первый признак, на какой путь он ступил. Это ясно было. И сразу же внес оружие. Я выступал и говорил, не вноси оружие в общество чеченское, не вноси. Потому что в то время, когда вот люди носили оружие, но был институт, железный институт, когда мужчина никогда не вытаскивал оружие. Это прошло. Теперь новое поколение. Оружие будет сразу же начнет стрелять. Не вноси это. Ты разве не знаешь? И что такое чеченцы? Ну, в общем, спасибо, что вы пришли. Но, конечно, ответов на все эти вопросы нету. И вот... Это последний импровизированный памятник погибшим в Чеченской войне. И хотя война считается официально законченной, люди иногда еще гибнут. И оружия в Чечне еще немало. Я официально заявляю, что Веденский район уже в течение месяца готов к разоружению, но нас почему-то не разоружают. Вчера, сегодня должны были нам подать план вывода войск. Вот сейчас мы как раз едем в СНК, в Грозный, так как я являюсь членом республиканской специальной наблюдательной комиссии. И сегодня, если вчера не выдали, вчера по некоторым причинам я остался в районе, не смог выехать. Сегодня узнаем, если они подготовили, российская сторона, я имею в виду, план вывода войск, то, наверное, уже должно продолжаться. Позавчера генерал Романов дал обещание сразу же, там, сегодня, завтра, что будет продолжено разоружение. Аллаху Акбар! Будет продолжено разоружение, и процесс пойдет. Но они опять-таки ссылаются там на отсутствие денег. По Августовскому соглашению чеченцы должны сдать около 60 тысяч единиц оружия. Но если оно будет сдаваться такими темпами, то это продлится еще 30 лет. 11 сентября должна была состояться сдача оружия в селе Шаро-Аргун. Но выкупать собранное оружие никто не приехал. Маленькая только из того, что мы намеревались дать российским войскам по договору, заключенному 2 августа 1995 года. Мне кажется, что у них нет денег, чтобы выкупить оружие, потому что они сказали, что цинк боеприпасов будет 500 тысяч, автомат от 850 тысяч до миллиона. Это снаряды, значит, муха, значит, до 500 тысяч, значит, видать, нет денег. Если мы можем на 100 миллионов сдать оружие. Период перемирия, вот это перемирие длится, мы это оружие покупаем у Верховного командования России. У России покупаем это оружие. Вы знаете, что мы не производим оружие. Мы покупаем у России. Дешевле, чем продаете? А? Дешевле, чем сдаете? Да нет уж, я не сказал бы. По той же цене. По той же цене. Правда, разница. Одни покупают, другие продают. Да. Не думаю, что нужно Верховное командование России, чтобы купить оружие. Достаточно договориться с капитаном или майором на месте. Благо на войне расход боеприпасов не учитывается. А прочее вооружение можно и списать. Насчет покупки вооружения ты все-таки
ухитрился уйти. С Америки привозят. Промолчал. Секрет фирмы. Всему свое время, понимаете? Придет время, и все станет на свои места. И там кто кого покупал, и кто кого продавал. Всему свое время. Ну а если 850 тысяч отдадут прямо сейчас? Не, ни копейки не надо. Дело не в деньгах, ружье нужно. Война здесь закончится. Как война закончится, бесплатно сдам. Бесплатно? Да. Она закончилась уже подписали договор. Да, не, да, ну, договора подписывают, да, самолеты летают.